Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Причиной послужил инцидент, который произошел во время матча между командами Бельгии и России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020. Встреча проходила 16 ноября в Санкт-Петербурге. На второй тайм матча защитник гостей Дедрик Боята вышел в майке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуаи и отыграл в ней 10 минут. Кроме того, бельгийская ассоциация обвиняется в позднем начале матча. Напомню, тогда встреча завершилась с разгромом для российской сборной счетом 4-1. Несмотря на это, обе команды делят первые места в группе 1. Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение по данному делу 12 декабря. В финальной части Бельгия и Россия вновь оказались в одной группе. Также их соперником будет сборная Дании. Турнир пройдет следующим летом в 12 городах Европы. Еврокубок по баскетболу вновь разочаровал российских болельщиков. ЦСКА проиграл Басконии в гостевом матче 9-го тура регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 70-80. Самым результативным игроком стал форвард Басконии Тарника Шенгелия. В его активе 22 очка. В составе ЦСКА больше всех очков набрали защитники Майк Джеймс и Янис Стрелниекс по 17. ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 6 побед и 3 поражения. Баскония занимает 11-е место, одержав 4 победы и потерпев 5 поражений. В следующем матче ЦСКА сыграет 22 ноября на выезде с испанским Реалом. Баскония в тот же день примет петербургский «Зенит». Другой российский клуб «Локомотив Кубань» выступил более успешно. Краснодарская команда обыграла в гостях французский «Лимож» со счетом 93-77. Самым результативным игроком стал форвард российской команды Джонни О'Брайен. Он набрал 24 очка. «Локомотив Кубань» прервал серию из 4 поражений в Еврокубке. В турнирной таблице группы «Б» команда занимает 5-е место. В ее активе 3 победы в 8 матчах и 5 поражений. «Лимож» с 2 победами идет на последней 6-й строчке. В топ-16 Еврокубка пробьются по 4 лучшие команды из каждой группы. Российская сборная по теннису может выйти в финал Кубка Дэвиса. Накануне прошли заключительные встречи между командами Испании и Хорватии. Роберто Баутиста Агут обыграл Николу Мектича со счетом 6-1, 6-3, а Рафаэль Надаль оказался сильнее Борны Гойо 6-4, 6-3. Испанцы одержали 2 победы в 2 матчах и заняли 1-е место в группе. Так они гарантированно вышли в четвертьфинал Кубка. Сборная России ранее на групповом этапе одержала победу над хорватами с общим счетом 3-0 и потерпела поражение от испанцев 1-2. Россияне стали вторыми в группе «Б». Вопрос участия национальной команды в плей-офф турнира решится в четверг, когда состоятся последние матчи группового этапа. Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 миллионов. Женский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл славянский «Браник» в дебютном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась в 3 сетах, счет 3-0. Для российской команды этот матч стал первым в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне волейболистки дошли до финала чемпионата России, где уступили московскому «Динамо». «Локомотив» и «Браник» выступают в группе «Б» вместе с турецким «Бакфбанком» и итальянским клубом «Скандичи». Команды уже провели встречу, в которой сильнее оказались итальянцы. В следующем туре «Локомотив» 27 ноября в гостях сыграет с «Скандичи». «Браник» в тот же день примет «Бакфбанк». Московский «Спартак» серии буллитов обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4-3 в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене Мытищи. В составе «Спартака» шайбы забросили Максим Цыплаков, Дмитрий Вишневский и Патрик Херсли. У «Локомотива» отличились Артем Ильенко, Стефан Дакоста и Антон Ландер. Таким образом, «Спартак» прервал 3-матчевую победную серию ярославцев. Московский клуб занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 30 матчах. «Локомотив» после 20 игр набрал 31 очко и идет 8-м на Западе. В другом матче ЦСКА обыграл на выезде «Витязь» счет 3-2. Несмотря на это, армейцы продолжают возглавлять таблицу Западной конференции.
Чемпионка России по марафону, член национальной сборной Сардана Трофимова поделилась своим взглядом на допинговый скандал. Журнал «Марафонец» опубликовал интервью с именитой якутской спортсменкой. Она рассказала о прошедшем чемпионате в Дохе. Напомню, что тогда она заняла 22 место. Однако условия, при которых проходили соревнования, по словам марафонцев, были ужасающими. Невыносимая жара заставила сойти с трассы почти половину участников. Чемпионат входил в число квалификационных для попадания на Олимпиаду. Сардану Трофимову допустили к старту всего за 10 дней до начала. Следующие квалификационные соревнования ожидаются 4 апреля 2020 года, а допуск спортсменки истекает уже в конце 19-го. Российские легкоатлеты продолжают выступать под нейтральным флагом из-за допинговых скандалов. Это очень несправедливо. В первое время я сильно переживала, очень близко к сердцу все воспринимала. Даже был период, когда не хотела тренироваться, но все равно шла на тренировки, несмотря на сильную депрессию по этому поводу. Как нас не допустили на Олимпиаду в Рио, но другие зарубежные старты, какие могут быть перспективы. Но потом привыкла, если можно так сказать. Перестала следить за новостями, ждать ответа, допустят или нет. Сейчас мне тренер рассказывает только хорошие новости. А я продолжаю тренироваться так, как будто ничего плохого не происходит, рассказала Сардана Трофимова. Это были новости спорта. Всего доброго.